Пленарное заседание о приоритетах развития Северного Кавказа прошло в Счетной палате России. Тут все правила дорожного движения надо будет соблюдать. Ветерану боевых действий Сейбу Ружеву сегодня подарили автоматизированную инвалидную коляску. Мужчины и женщины шли на работу раздельно. Но в выходные дни или в пятницу собирались вместе. Там они молились и готовили поесть. Все жили дружно. В годовщине депортации ингушского народа сегодня расскажем об истории Петимат Тутаевой. Уже третий раз выступаю на этом чемпионате республики в Ингушетии. Мне 2 раза я выиграл, и сейчас этот первый бой тоже выиграл. В Малгобекской спортивной школе сегодня стартовало первенство Республики Ингушетии по боксу. Наша команда уже давно играет в баскетбол, и мы фавориты по-любому. Ну а в Назране прошел региональный финал чемпионата школьной баскетбольной лиги КЭС «Баскет». Здравствуйте, это новости 24. Махмуд Али Калиматов принял участие в стратегической сессии Счетной палаты России. Пленарное заседание о приоритетах развития Северного Кавказа прошло под председательством руководителя ведомства Алексея Кудрина. Открывая мероприятие, он отметил, что округ является приоритетным регионом в интересах развития государства. В своем выступлении он дал краткую оценку результатов реализации госпрограммы и деятельности институтов развития. Так, в частности, эффективности освоения направленных государством средств на местах, а также озвучил свое видение относительно дальнейшей работы в СКФО. Так, одним из пилотных проектов, имеющих высокий потенциал содействовать ускорению экономического роста как в северокавказских регионах, так и в стране в целом, председатель Счетной палаты России обозначил цифровизацию. Все участники стратегической сессии в ходе обсуждения сошлись во мнении, что особое внимание при реализации стратегии развития регионов должно быть уделено проблемам социально-экономического характера, качеству образования, медицины, сокращению уровня безработицы. Калиматов отметил, что результаты завершившейся сессии показали финансовую ситуацию не только в республике, но и в целом в СКФО с нового ракурса. Новую автоматизированную инвалидную коляску сегодня подарили ветерану боевых действий Сейбу Ружеву. В 2004-м, будучи полковником милиции, Иса был ранен при исполнении. Произошло это при нападении бандитов на пост Яндри. К сожалению, остался инвалидом, но его крепкому духу и настрою и теперь можно только позавидовать. Ценный презент преподнесла ингушская общественная организация ветераны боевых действий. Подробности у Светланы Томовой. Это наш подарок от нашей организации. Маленький взнос для того, чтобы ты Иса Буружев 32 года прослужил в правоохранительных органах. Полковник милиции в отставке. После нападения бандита в июне 2004 года оказался прикован к инвалидному креслу. На посту в Яндере, когда он ехал спасать своих товарищей, попал в засаду. В тот злополучный день в него угодили 2 пули, одна из которых задела сонную артерию и осталась в теле. Все эти годы внимание со стороны бывших сослуживцев оказывалось ему всегда. Вот и сегодня представители организации ветерана боевых действий приехали не с пустыми руками. Они привезли автоматизированную электрическую инвалидную коляску. Теперь Иса самостоятельно, без чьей-либо помощи, сможет выехать в магазин или же к соседям, чтобы просто поговорить о последних новостях в республике и за ее пределами. Тут все правила дорожного движения надо будет соблюдать. В силу тяжелого ранения, которое я получил в 2004 году, я сам самостоятельно не могу без посторонней помощи передвигаться. А сейчас, имея вот такую коляску, конечно, в летнее время можно бы выйти во двор, на улицу, даже поехать к соседям в гости зайти. Вот. Кроме этого, я бываю за пределами, езжу для прохождения реабилитационных курсов. Конечно, его можно с собой туда забирать, будет очень удобно. Эта многофункциональная автоматизированная электрическая инвалидная коляска отвечает всем современным требованиям. Стоит она около 400 тысяч рублей. Даже разогнаться может 10 километров в час. У нее есть свет,
как мы видим, да, вот есть правый и левый поворотники. То есть это сделано для того, чтобы человек мог выехать, если даже он где-то занимается или поедет в магазин, чтобы он мог спокойно по движению, вот как автотранспорт двигается, да, чтобы он мог выехать и поехать как полноценный участник дорожного движения. Вот у него есть ремень безопасности, он может застегнуть свой ремень, и все, никаких проблем нету. Ценой здоровья, а порой и собственной жизни эти ребята защищали свою родину в самое непростое время. Они знают цену миру, ведь именно ради него они рисковали. О своем таком положении за все эти годы он ни разу не пожалел. Иса уверен, если бы он на тот момент уже знал, что останется инвалидом на всю жизнь, все равно бы пошел на этот шаг. Если даже я был бы уверен, что оттуда живым не вернусь, я все равно пошел, потому что я обязан был пойти. Потому что я принимал присягу. И помимо этого, даже без всякой присяги, я патриот своей республики и своего народа. И если даже сегодня надо будет пойти, я сяду в коляску, возьму оружие и пойду. Одной рукой я тоже хорошо умею стрелять. Таких героических историй немало. Эти сотрудники правоохранительных органов защищали республику в самые тяжелые времена. Сегодня о них не забывают. По мере возможности помогают и вдовам погибших сотрудников, и тем, кто так или иначе пострадал от рук бандитов. Подарили вот это сегодня ИСЕ, которую мы подарили, это уже 28-я электрическая коляска, которую мы дарим. А так мы подарили и кровати, 6 штук, и обеспечили лекарствами и путевками. Вот лекарственное обеспечение мы вообще не освещали. Вот, допустим, сейчас у нас на днях должно прибыть лекарство на 8 месяцев одному инвалиду. Это стоимость их 970 тысяч. Вот эти лекарства он сам покупал. На сегодняшний день, 8 месяцев в году, мы уже будем обеспечивать лекарствами. И других ветеранов, которые не знают об этом, да, вот то, что лекарства можно у нас заказать и бесплатно получить, я бы хотел, чтобы другие ветераны тоже обратились, кто не знает об этом. Мы будем помогать им. Мы помогаем и в протезировании. Бесплатное протезирование мы тоже делаем, хотя это никто не знает. По словам руководителя организации Беслана Илиева, в 2020 году они намерены и дальше оказывать всестороннюю помощь ветеранам боевых действий по мере своих возможностей. Светлана Томова, Магомед Белакиев. Новости 24. Жители России вновь смогут выбрать любую национальность при переписи населения, которая состоится в этом году. Это объясняется 26-й статьей Конституции, запрещающей принуждать граждан определять свою национальность. Помимо россиян, опросят иностранных граждан, которые проживают в России на постоянной или временной основе. Кроме этого, содержание переписных листов переведут на 10 языков, включая английский, китайский и татарский, чтобы человек мог ответить на том языке, который ему комфортнее. Напомню, перепись населения состоится осенью. Бабушка Петимат сегодня расскажет о своей истории жизни. Она, как и многие наши земляки, пережила годы депортации, свыклась на время с обстоятельствами, приноровилась, обрела на новой родине в казахстанском селении Кордон семью. Это было давно, сейчас ее окружают взрослые, дети, внуки и правнуки, много родственников и много сохранившихся в памяти воспоминаний, которые обязательно надо передать. Дана Плиева выслушала. 23 февраля 1944 года, день, когда около 500 тысяч человек лишились родины. Среди них была и Петимат Тутаева. В холодные степи Казахстана она попала в 12 лет. Долгую дорогу длиной в 3 недели в товарном поезде 86-летняя бабушка до сих пор помнит хорошо. Вот так и так располагались деревянные сооружения, на которых могли ложиться нетранспортабельные и пожилые, а молодых людей и женщин клали внизу. Еще печка стояла наподобие маленького стула. Окошко в вагоне тоже было маленькое. В каждом вагоне было по 7-8 семей. Независимо от уровня благополучия, все были вместе высланы. На 21-й день поезд остановился на станции в Кокчетавском районе. Идти было некуда, и первое время приходилось ночевать там же, где и сошли. Затем начали приезжать на машинах, многих забрали туда, где нужны были рабочие руки. Со всей роднёй в 15 человек, вспоминает Петимат, их отвезли в село Кордон. В лесу нас высадили для вырубки леса. Там мой дядя был бригадиром. Он заботился обо мне. Мы с ним работали в Кокчетавском районе, занимались лесозаготовкой.
Многих именно она и погубила на чужбине, признается Питимат. Но единство народа и тесная связь в то непростое время стали его спасением. Они вместе привыкали к суровому климату, обустраивали дома. Кто как мог, делился едой, одеждой. Мужчины и женщины шли на работу раздельно. Но в выходные дни или в пятницу собирались вместе. Там они молились и готовили поесть. Все жили дружно, не разделяя на родных и чужих. Но черным днем в жизни Питимат стало не только 23 февраля. День, когда она потеряла мать и маленькую сестру Амнат, был тяжелее. После смерти отца, вспоминает бабушка, мать с детьми поехала к родственникам мужа. Когда переходили реку, повозка, в которой они сидели, перевернулась. Моя мама не отпустила руку моей сестры, а когда повозка перевернулась, она спрыгнула в воду. Там в воде вокруг ее шеи обвязался платок, и она начала тонуть. Вместе с ней начала тонуть и лошадь, запряженная телегой. Нас всех отнесло в разные стороны. Маму с сестрой в одну, а меня в другую. 7-летнюю Питимат спасла соседка, пришедшая к реке за водой, привела домой, отогрела. На другой день вместе с ней девочка поспешила обратно к реке. Я после этого снова пошла в воде. Там я нашла обувь своей мамы и сестры, а еще части повозки. Я собрала все и решила пойти домой. И вот смотрю, приехала за мной повозка. Меня увезли домой. Там уже я наткнулась на похоронную процессию. Хоронили маму и сестру. Питимат часто повторяет, если человек остался жив, ему просто надо жить. А главное, ценить этот дар и в любой ситуации оставаться человеком. Нужно хранить и оберегать родственные связи. Жить надо правильно, а еще нужно учиться. Не знаю, что еще сказать. В Казахстане Питимат обрела новую семью, вышла замуж, родила 11 детей. 5 уже нет в живых. После 13-летней разлуки с родиной по приезду домой их ждали пустые покосившиеся дома. Пришлось заново обустраивать быт. Семья у Питимат большая. Дети, внуки, правнуки, снохи. Около 100 человек. Все вместе собираются каждые выходные. На 1 мая, в день рождения бабушки, дома устраивают большой праздник. Этот день внуки выбрали сами. Точную дату своего рождения бабушка не помнит. Помню, они как-то спросили у бабушки, когда у тебя день рождения. А она ответила, я родилась, когда зацвела акация. 1 мая тогда считался праздничным днем. И решили, пусть 1 мая ее днем рождения будет. И вот каждый год 1 мая мы всей родней собираемся и празднуем ее день рождения. А в мае, когда снова зацветет акация, вся семья, как и каждый год, планирует собраться за одним большим столом. Бабушку наверняка снова попросят рассказать о прошлом, а она все так же напомнит. Как бы ни обошлась с тобой жизнь, это не повод опускать руки. Диана Дударова, Дана Плиева, Майрбек Менжоев. Новости 24. Лица Великой Победы. Проект всероссийского масштаба, направленный на сохранение памяти о каждом, кто внес свой вклад в мирное настоящее. В каждой семье хранят память о своих родственниках и близких, о тех, кто воевал на фронте или работал в тылу. Их лица должны быть достоянием современников. Сегодня мы расскажем 4 истории участников Великой Отечественной войны. В репортаже Тамары Хашагульговой. Вот они, лица победы, люди, которым мы обязаны свободной страной. Сотни фотографий и имен, которые творили историю. Для Макшарипа и Рашида Умаровых эти пожелтевшие документы и несколько фотокарточек – единственное документальное свидетельство подвигов их дяди Абдурахмана Садуловича. Они знают его только по рассказам близких и родных. Его боевой путь начался еще в 1939 году, во время русско-финской войны, вслед за которой последовала Великая Отечественная. Их дядя, старший лейтенант 147-й стрелковой дивизии, прошел ее почти всю. С 1941 года по 1944 году он воевал, начиная с Ростова. Аблиевск, Шахтинск, потом Воронеж. В этом Шахтинске он был ранен. После ранения его забрали в госпиталь в развернутом виде в Саратове. В Саратове он вылечился, опять рапорт подал, ушел снова на фронт. И прошел он 147-й, 146, 166-й, 49-й, 4-й Украинский фронт. Везде Прибалтике.
В 1944 году жизнь Абдурахмана Умарова оборвалась. 26 лет. Долгие годы он числился пропавшим без вести, но родственники не теряли надежду, искали. И, наконец, 18 лет назад бесконечным поиском пришел конец. Им удалось найти могилу дяди. Похоронен в станции могилу номер 5. И позже они, ребята поехали, думали, может быть, его откопать, хоть какой-нибудь там, хоть кости, что-нибудь привезти домой и перезахоронить возле братьев. Но это не получилось, потому что они его, как болотистое место, они его там раскопали, сделали общую могилу. Все равно, хоть перехоронили, но все равно ездят. И здесь дома, значит, они сделали поминки ему. Вот, и все помнят его. Еще одна фотография и еще одна история. Иса Аушев – один из немногих, кто знает о событиях роковых-сороковых из первых уст. Он был 6-летним ребенком, когда началась война. Иса Османович помнит, как из родного Сурхахи на фронт уходил его старший брат Аббас. Пулеметчик разведгруппы, защитник Сталинграда, Хабаровска, настоящий герой. Я их лично провожал почти до Икажу. Они уехали, потом нам пришло письмо, что он находится в Сталинградском направлении. Потом пришло нам письмо, что они в Харьковском направлении командует Чувков, командующий был. Ну, он там прослужил, пулеметчик был второй номер. Потом он стал первым номером за того же работу. И звание ему дали сразу младший сержант. Аббас Османович служил в разведроте. Домой, а точнее в Казахстан, к своим братьям и сестрам он смог вернуться только после окончания войны. Младший Иса до сих пор помнит, какую гордость испытал, когда увидел старшего брата, героя и воина, который был ему вместо отца. Он дослужил до 1947 года, и его хотели направить в Японию. Японию его не дали за то, что он ингуш. Потом он в 1947 году в октябре вернулся в Казахстан домой. Капитан в звании. Да, ну, орденами он был, все, награды были. События Великой Отечественной войны уходят все дальше в прошлое. Все меньше остаются участников и свидетелей войны. Тех, кто может поведать о ней ныне живущим, потомкам. Малика Джантимирова – одна из немногих, кто знает о ней не из учебников истории. Она решила поделиться с музеем фотографиями и документами своего отца Садула. Когда он находился в армии, началась война, и их отправили на фронт. Он воевал не до конца, потому что был ранен тяжело. Вот его справка о его ранении. Он лежал в госпитале в городе Дзержинске. Был он старшиной и помощником командира 297-й стрелковой дивизии. Со дня старта проекта «Лица Победы» в Краеведческий музей обратились уже десятки людей. У кого-то на руках целые папки с информацией, а кто-то знает о своих родственников только из устных свидетельств. У Ацалама Асхабовича Тачиева никаких документов об отце не сохранилось. Ему было всего 11, когда его не стало. Служба в составе советских войск для его отца Асхаба Ларисаевича началась еще в 1939 году. В 365-м авиационном полку Смоленск, городе Смоленск. Там же начал боевой путь, то есть когда началась война, оттуда он начал свой боевой путь. Он участвовал в Смоленском сражении и участвовал в обороне города Москвы. Похожие и в то же время разные судьбы. Кому-то повезло выжить в тех сражениях и вернуться к семьям, а кто-то остался лежать у незнакомого поселка на безымянной высоте. А проект «Лица Победы» будет и дальше рассказывать об их подвигах и испытаниях, через которые им пришлось пройти, чтобы сохранить память о героях и цене, которую нашей стране пришлось заплатить за победу. Тамара Хшагульгова, Асхаб Белакиев, Магомед Дидигов, Новости 24. Мошенники, промышляющие хищениями средств с банковских карт россиян, придумали новый способ обмана граждан, который вызывает больше доверия, чем используемые ранее уловки. Если раньше они маскировались под службу безопасности банка и сообщали жертве о блокировке счета, то теперь они интересуются, в каком отделении и когда клиент хочет закрыть счет. Банком якобы получено заявление на эту операцию. Когда клиент сообщает, что никакого заявления не писал, его просят уточнить персональные данные, чтобы перевести деньги на безопасность счет. Чтобы не допустить хищения, эксперты рекомендуют никогда и ни под каким предлогом не сообщать кому бы то ни было пароли из СМС-сообщений, а также трехзначный код безопасности.
Телемост с участием ингушских и португальских школьников прошел на территории ГТРК Ингушетии. Объединила молодежь темой литературы, а точнее то, как ее преподают в российских и португальских школах. Модератором встречи выступила руководитель фонда проектов международного конкурса «Живая классика» Дарья Цибульская. Обмен мнениями, мастер-классы и конструктивные дискуссии в репортаже наших коллег. Что связывает ингушских и португальских школьников? Это книги, любовь к чтению, а в данном случае это телемост, посредством которого участники смогли заглянуть в гости друг к другу, поговорить не только о любимых произведениях, писателях, но и рассказать о своем городе в стиле «самое-самое». Ингушетия – одна из самых живописнейших республик Северного Кавказа. Протянувшись узкой полосой с севера на юг, она вместила в себя степь, лесистые предгорья, альпийские пастбища и главный кавказский хребет с вечными снегами. А потом перейти к обсуждению главной темы – уроки литературы в российских и португальских школах в формате «Вопрос-ответ». Некоторые ребята заранее знали, о чем будут спрашивать своих ровесников из Португалии. Очень любопытно узнать новую культуру, новые ощущения какие-то, познакомиться с ребятами. И, разумеется, это останется в памяти у нас навсегда. Сейчас все очень взволнованы, это у нас предоставлена уникальная возможность познакомиться с португальскими ребятами, и мы горим нетерпением. Остальные будут импровизировать на месте и выбирать, кому именно отправлять открытку на память с изображением своего города, на которой ребята напишут цитату из любимой книги. Когда позвонили с Москвы директору нашей школы, и когда директор вызвала меня и сказала, что у нас будет телемост с Португалией, я, конечно, была очень рада, потому что для детей это память, это возможность узнать что-то новое для себя. Поэтому это очень хорошо. Телемост Ингушетия, Португалия, но есть еще третий участник – Санкт-Петербург. На связи руководитель проектов «Живая классика», она же модератор сегодняшней встречи. Ребята, Португалия, мы прекрасно слышим, у нас хороший звук, мы вас хорошо слышим. Здравствуйте! Такой вот интересный подход для общения между двумя регионами и странами стал возможен благодаря участию и победе в конкурсе «Живая классика» шестиклассника Микаила Гайтукиева с нашей стороны. И, соответственно, со стороны Португалии тоже есть участник, который одержал победу в конкурсе, проявив творческие способности. Я рассказывала произведение, прозу Герхарда Гольца Баумерта «Как я шутил 1 апреля». У него еще целый сборник рассказов, но я выбрал именно это, потому что этот рассказ был очень позитивным, комедийным. Этот рассказ мне очень понравился. Время мастер-класса или ценных советов – это следующая часть телемоста. Участники читают диалоги, стараясь передать характер, эмоции и чувства героя. Актерское мастерство и сценическая речь на площадке творят чудеса. Впереди у этих ребят, педагогов и кураторов очень интересный год. Новые этапы конкурса, а также творческие планы и идеи ждут своего воплощения. Мадина Аздоева, Малский Гиев, Наиб Цачоев, Вести Ингушетия. Российские альпинисты продолжают штурмовать вершину Кязи в Джейракском районе. Сегодня уже 7-й соревновательный день. Спортсмены со всех уголков страны борются за звание самого ловкого и быстрого альпиниста в своем классе. Многие уже добрались до вершины Цейлом. Есть результаты, и о них подробно Микаил Тангиев. Вот уже который день погода в горах благоволит участникам чемпионата. Прямо сейчас на скалах горы Цейлом находится порядка 10 спортсменов. Несмотря на всю сложность некоторых маршрутов, сдаваться никто не намерен. Лучшие альпинисты России тренировались месяцами, чтобы в очередной раз выяснить, кто же из них самый лучший в техническом классе. С раннего утра, не теряя времени, большинство команд отправились своим маршрутом. Пока одни покоряют вершины горного массива Кязи, другие только готовятся выйти в экстремальный путь, как, например, спортсмены из Санкт-Петербурга. Сейчас они заняты сборкой специальной платформы, которая позволит ночевать на склонах горы, даже под углом 90 градусов. Ребята собираются идти провести несколько дней на маршруте. Соответственно, надо где-то ночевать. Полок там нету, палатку не поставить. И вот они возьмут с собой платформу, которую просто подвесят на вертикальной стене и будут в ней втроем ночевать. Прямоугольник, который будет горизонтально расположен на стене, и сразу встроена палатка в него. И они там, в принципе, можно сказать, в комфорте заночуют.
Довольно часто альпинисты сбиваются с пути и мешают другим участникам. Порой это представляет большую опасность, учитывая особенности некоторых маршрутов. Избежать непредвиденных ситуаций помогают координаторы у подножия горы в лице тренеров команд. Эта гора, в общем-то, довольно уникальная. Она чем хороша, что очень удобно расположена, близко от дороги, короткие подходы к ней. Тут вот хорошая инфраструктура, тут лагерь стоит внизу. А сама стена довольно сложная. То есть эти маршруты, они, в общем-то, даже более сложные, чем вот на Центральном Кавказе. Вот я там ходил, многие маршруты, и наши парни ходили. Эти вот маршруты, они даже сложнее. Они чисто скальные, правда. Нет льда, как вот на Эльбрусе, на Центральном Кавказе. Вот. Но зимой они очень сложные, тем более, что их засыпало снегом. Высота Кязи составляет почти 3200 метров. Каждой из 12 команд необходимо освоить 20 маршрутов на разных уровнях сложности. В течение 2 последних дней гора была окутана сильным туманом, и этот факт немного повлиял на результаты команд. К этому времени уже выявились первые фавориты гонки, но все может измениться в любой момент. Традиционно у нас лидеры, конечно, никто даже и не сомневался, что, в общем-то, Санкт-Петербург и Красноярский край будут бороться за первое место. Вот. Хотя еще непонятно, есть много темных лошадок из Карелии, из Бурятии той же. Неограниченное количество восхождений за 12 дней. И только 2 лучших результата мы берем. Поэтому за это время еще за оставшееся можно сделать эти 2 восхождения в хорошем стиле, в хорошую погоду, и вы стать чемпионом. Впереди у альпинистов еще целая неделя, чтобы проявить себя на крутых склонах горы Гайкомт. Победителей и призеров ждут награды в виде медалей и грамот. Но в то же время известная фраза «главное не победа, а главное участие» в этом виде спорта уместна как никогда. Микаил Тангиев, Асхаб Белакиев. Новости 24. Более сотни спортсменов со всей республики собрались в Малгобекской спортивной школе. Там с сегодняшнего дня стартовало первенство Республики Ингушетии по боксу. Оно продлится до 14 февраля. В нем принимают участие ребята в весовых категориях от 46 до 90 килограммов. Наставление от тренера в этот момент для бойца в красном углу как нельзя кстати, ведь впереди заключительный 3-й раунд. Рахим Плиев тренируется в специализированном зале бокса в Назране уже 4 года. Победитель и призер всероссийских соревнований. И сегодня сомневаться в его навыках не приходится. Единогласным решением судей он забирает победу у своего соперника. Уже 3-й раз выступаю на этом чемпионате Республики Ингушетии. Мне 2 раза я выиграл, и сейчас этот первый бой тоже выиграл. Еще впереди 3 боя. В этом году есть мечта выиграть Россию, попасть в сборную России, иншаллах. Интересно и то, что здесь можно встретить лучших боксеров со всего региона. А их только сегодня более 100 спортсменов, представляющих весовые категории от 46 килограмм до 90. По словам главного судьи соревнований Магомеда Измайлова, победа здесь – это возможность отличиться уже на первенстве СКФО. Это первенство республики, отбор на Северно-Кавказский федеральный округ, который должен проходить в марте со 2 по 9 числа в городе Суворовке. Я отвечаю за порядок, за судей, чтобы достойно и честно судили. Защита ли хромает, или пробелы в стойке бойца, минусы всегда больше заметнее со стороны, и это факт. И поэтому поддержка секунданта всегда, кстати, соглашается Муслим Умаров, который также подметил свои слабые стороны. Прошел он без особых проблем, но в конце у меня начала заканчиваться выносливость, но я смог найти в себе силы и доработать этот раунд. На выносливость нужно больше делать бег и делать больше нагрузок для своего тела. Помимо всего прочего, подобные соревнования для этих боксеров – шанс продемонстрировать как свои навыки, так и спортивный статус своей школы. Поэтому даже те, кто уже давно выступил, не спешат покидать ФОК, а плавно переходят в статус болельщиков. Я занимаюсь боксом 5 лет. Сюда меня привел отец. Соперник сегодня был очень хороший, но я его с помощью своих тренеров победил. Да, чемпион, олимпийский чемпион Рахим Чахкиев. Хочу снова взять пример. Хочу быть похожим на него. Финальный день соревнований, а это 14 февраля, обещает запомниться выступлением более взрослой возрастной группы боксеров, а также вручениями наград по 3 категориям. Отличившемуся лучшей техникой, лучшему боксеру и за волю к победе. Зелимхан Калоев, Адам Мережков, Джамалел Тамасханов. Новости 24.
Ну а в Назране прошел региональный финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КС-Баскет». Соревновались 4 команды, победительницы районных этапов. На кону путевка на чемпионат Центрального федерального округа. Кто стал победителем турнира, узнаем у Харуна Аздоева. Турнир собрал команды-победительницы районных этапов. 4 сильнейших коллектива, по 2 среди юношей и девушек. За звание самой сильной баскетбольной команды региона среди школьников борются Шунжинский «Шторм» и Малгобекский «Таргим». Ребята из обеих команд настроены на победу, хорошо взаимодействуют, а быстрые атаки сменяют одна другую. Особо впечатляет игра первого номера малгобекской команды Абдулы Матиева. Длинные точные передачи в его исполнении создавали немало опасных моментов в зоне соперника. Мы выигрываем пока что. Но наша команда уже давно играет в баскетбол, и мы фавориты по-любому. Баскетболисты радуют болельщиков игрой, а победители регионального турнира отправятся на финал чемпионата Центрального федерального округа, чтобы попробовать свои силы за выход в суперфинал. А там уже сильнейшие школьные команды страны будут сражаться за поездку на финал 4 баскетбольной Евролиги. Со слов организаторов, у наших спортсменов есть все шансы добиться заветной цели. У нас каждый год команды меняются, кто-то выпускается, кто-то уходит. И учитывая то, что это школьные соревнования, где не имеют права принимать участие профессионалы, то шанс есть у каждой команды. Из Северо-Кавказского федерального округа у нас всего лишь 2 региона принимают участие. Это вы и Чеченская республика. То есть, по сути дела, ваши команды будут участвовать в финале Центрального федерального округа, где будут бороться за путевку на суперфинал, главным призом которого является поездка на финал 4 Евролиги. Еще одна важная особенность этих соревнований – участие женских коллективов, лучшим из которых стала команда «Форвард», представляющая школу номер 20 города Малгобек. Джамиля Барахоева занимается баскетболом всего несколько лет, но для нее это уже не просто игра. Я уже 6 лет участвую в школьной баскетбольной лиге, и за это время узнала много об этом виде спорта. Сегодняшняя игра была очень напряженная, и соперники были тоже хороши. В школах спорту уделяется особое внимание. Помимо уроков физкультуры, ученики могут посещать дополнительные занятия и секции. По мнению руководителя Минспорта республики Али Дашхаклоева, этот чемпионат имеет большое значение, поскольку на начальном этапе в нем приняли участие более 70 команд из 59 школ региона. Баскетбол – это зрелищный вид спорта, и я бы хотел, чтобы он имел популяризацию среди наших граждан. И, конечно, у нас есть свои команды, есть федерации, есть руководители федерации. И в дальнейшем мы планируем популяризировать, поддерживать и развивать этот вид спорта. По итогам финального дня 3 лучших школьных коллективов получила медали и кубки. А победители турнира – команда «Таргим» в дополнение путевку на чемпионат Центрального федерального округа, куда ребята отправятся совсем скоро. Харун Аздоев, Майрбек Миржоев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.